Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. И главное к началу дня. Юрий Трутнев поручил проработать заявки на вакцины от коронавируса для Дальнего Востока. СВФУ и Норвежский университет запускают совместную программу профпереподготовки для нужд Арктики. А в детской поликлинике Ростовской области для дезинфекции применили новые технологии. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил проработать вопрос о заявках на вакцины от коронавируса для Дальнего Востока. Он отметил необходимость помочь субъектам в организации работы по обеспечению безопасности граждан. Проработкой вопроса займутся аппарат полпреда совместно с дальневосточными регионами. Вице-премьер обратил внимание на прирост в 1-2% в ряде регионов. Он также поручил главам дальневосточных регионов обеспечить безопасность крупных строек и вахтовых поселков, предусмотрев оперативное реагирование в случае вспышки заболеваемости. Массовая вакцинация против коронавируса в России может начаться в конце ноября. Сейчас формируются списки категорий населения, которые должны привиться. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Производители говорят об объемах выпуска, ориентируясь на ноябрь и вторую половину ноября, с учетом контроля для всех вакцин. Эта обязательная процедура формируется в том числе на сегодняшний день списки тех категорий населения, которые должны вакцинироваться, сказал Мурашко. Министр пояснил, что медицинский работник будет определять, какую из вакцин от коронавируса лучше применить для каждого человека. Выбор будет в первую очередь для медицинского работника, поскольку для той или иной вакцины будут существовать как показания, так и противопоказания. Елена Борисова сегодня примет участие в программе «Диалог с властью». В 13:05 по местному времени министр здравоохранения Якутии ответит на вопросы в эфирах радио «Ты-Тим» на волне 107,1 FM. Министр расскажет о профилактике и лечении коронавирусной инфекции, развитии сферы здравоохранения в районах и городах, что достигнуто в рамках реализации нацпроекта здравоохранения, какие планы поставлены на следующий год. Радиослушатели смогут задать вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии 8 411 2 32 00 66 и 32 11 66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, будут переданы участнику после радиопрограммы. Все больше школ выбирают дистанционный формат обучения в Якутии. О том, как удаленное образование организовано сегодня в Нерюнгри, расскажет Ирина Кичигина. Для педагогов и студентов Нерюнгринского филиала СВФУ переход на дистанционный формат обучения прошел практически безболезненно. Преподавателям и студентам хватило 3 недель, чтобы освоить новые формы, и теперь никаких трудностей с усвоением материала и сдачей зачетов и экзаменов они не испытывают. Учебный процесс начался по графику с 1 сентября. К очному обучению приступили только студенты первых курсов, остальные продолжили обучение дистанционно. С 14 октября по приказу ректора первокурсники также перешли на дистанционку. Иногородние студенты разъедутся по районам, из которых прибыли, за небольшим исключением. Допустим, у них нет интернета в поселках, в деревнях, или плохой интернет, да? То есть они не могут полноценно реализовывать дистанционное образование у себя, на месте постоянного проживания. Такие студенты у нас остаются в общежитии и учатся также дистанционно. С дополнительным образованием дела обстоят совсем иначе. Для каждой дисциплины учебный процесс строится по-разному. У многих детей нет возможности использовать специальные обучающие платформы, поэтому приходится использовать гаджеты, которые есть под рукой. 5 и 6, 7, 8. Преподаватели записывают на видео обучающий материал, дают контрольные задания и рассылают ученикам, а те, в свою очередь, дают обратную связь, также видео или аудио. Но и здесь есть свои нюансы. Здесь свои определенные есть специфические особенности, которые тоже нужно учитывать. Через монитор экрана это очень сложно сделать, поэтому приходится объяснять, где-то наглядно показывать, где-то рисую картинки, чтобы они могли понять расположение того же самого языка, как взять правильное дыхание и так далее. Групповые формы, такие как хоровое пение, оркестр, ансамблевый танец, и вовсе оказались в тупиковой ситуации. Даже если собрать ребят на одной платформе одновременно, то тут все зависит и от скорости интернета у каждого, и от качества звука, и еще от многих факторов. Хоровое пение – это коллективный вид искусства. И, конечно, дети в первую очередь должны слышать в хоре и себя, и своего
товарища. У нас есть разные виды работы в хоровом пении. Мы занимаемся и сольно, и ансамблевым, но хоровое пение – это коллективное звучание. И сегодня мы, к сожалению, лишены этого. Спустя 5 месяцев после перехода на новый формат обучения адаптироваться к современным условиям более-менее удается. Так, преподавателями намечены планы на участие в различных конкурсах и олимпиадах. Но все же и ученики, и родители, и педагоги с нетерпением ждут встречи друг с другом. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. СВФУ и Норвежский университет запускают совместную программу профессиональной переподготовки «Управление развитием Арктики». Это один из механизмов, закрепленных в указе главы Якутии об основных направлениях госполитики в арктической зоне до 2024 года. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных управленческих кадров, работающих в арктических муниципальных районах республики с учетом специфики и потребностей каждой территории. В ходе обучения слушатели познакомятся с инструментами системы стратегического планирования в муниципальном образовании, научатся применять их в своей деятельности, изучат основы государственной политики. Разработка этой образовательной программы и вообще реализация этой программы – это действительно очень большой шаг для всех арктических районов подготовки управленческих кадров. Глава республики Александр Сергеевич Николаев поставил задачу выйти на новый уровень управления в Арктике, поэтому нам необходимы управленческие кадры, и мы, наше Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, как никто заинтересован в успешной реализации этой программы. Законопроект о выдаче дополнительного дальневосточного гектара внесен на рассмотрение в правительство России. Предлагается, что право на него будут иметь успешно освоившие первый земельный участок. Они смогут подать заявку и получить еще один на Дальнем Востоке. Воспользоваться правом на дополнительный гектар можно однократно. При этом подать заявление может как один человек и выбрать любую площадь, не превышающую 1 гектара, так и группа людей, оформив коллективную заявку на площадь до 10 гектаров. При этом на каждого человека должно приходиться не более 1 гектара. Все оформление можно будет провести онлайн, без контакта с чиновниками, на сайте надальневосток.рф. Средний срок рассмотрения заявления сейчас не превышает 35 дней. Проект «Фабрика идей» стартовал в ГОКа Халароса. Это упрощенный сбор и рассмотрение предложений от работников по улучшению производства. Сколько идей и какие уже одобрены в Удачницком и Айхальском комбинатах, узнала Ирина Балкова. Операционной эффективности. Как уйти от 8 видов потерь, максимально снизить затраты на производстве и улучшить условия труда? Сейчас ответы на эти вопросы ищут сами работники. Участвуя в проекте «Фабрика идей», они вносят свои предложения, которые после уже рассматривает экспертный совет. Дмитрий Макушин увлеченно рассказывает о предложениях работников Удачинского ГОКа. Отметил, что на первый взгляд это совсем обычные идеи, не требующие колоссальных затрат в реализации. Путь от простого к сложному заменился от сложного к простому. Человек, подойдя к данному стенду, может здесь почитать положение о фабрике идей, может прочитать протокол об экстренном совете, проведенном, то бишь получить исчерпывающую информацию по этому поводу, может увидеть приказы о премировании работников. С начала старта проекта в экспертный совет Удачинского ГОКа поступило 24 идеи. Для Дмитрия и его коллег выбрать лучшее предложение задача непростая. Из первых 10 3 были одобрены, часть отправлена на доработку. Один из сотрудников предложил защитить кабель управления буровой установки армированным шлангом. Так его придется менять реже. Эксперты одобрили. Автор получил максимальное вознаграждение 5500 рублей. А вот автор предложения по созданию службы обслуживания электрогазосварочного оборудования ее не получит, потому что такая служба уже действует в ремонтно-специализированном цехе. В Айхальском горно-обогатительном комбинате с начала запуска проекта поступило 12 предложений. Одно из них – установить двойные стекла у погрузчиков. Идею реализуют. Фабрика идей понравилась большинству. Впрочем, есть и исключения. Как сотрудники, к этому ко всему относятся, наверное, больше с опасением и с недоверием. И это, наверное, неудивительно, потому что когда что-то новое внедряется, всегда, наверное, нужно преодолеть это опасение. Засмеют,
украдут идею, да, там. Не обязательно инициатор подачи идеи является реализатором. Принять участие в проекте может любой желающий, вне зависимости от должности, стажа работы и возраста. Ирина Балкова, Денис Сиротин, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Врачи детской поликлиники в Ростове-на-Дону решили применить высокие технологии для приема пациентов, а заодно освободить медперсонал от дополнительной нагрузки и установили на входе роботов, которые измеряют температуру всем посетителям. По словам главврача поликлиники Артема Левчина, идея установки роботов пришла ему несколько недель назад, и за это время проект смогли полностью воплотить в жизнь. Посетители поликлиники охотно пользуются его услугами и уже успели оценить работу. Пациенты отмечают, что использование робота не только удобно, но и безопасно, поскольку процедура не предполагает дополнительного контакта с человеком в условиях пандемии. У нас поликлиника небольшая, ресепшн, мы находимся все в одном холле. Мы услышали один сигнал, значит температура нормальная, человек может проходить. Если же температура повышенная, сигнал будет в 3-4 раза сильнее, он будет настолько интенсивный, что мы сразу можем определить, что у ребенка повышенная температура. На ресепшене люди подойдут и скажут, что необходимо пройти в бок. Моя личная идея, она родилась несколько недель назад, еще реально нужно было ее воплотить в реальность отдельными термометрами, отдельными санитайзерами, отдельными манекенами. Все это вместе слилось воедино и создался вот такой единый проект, который мы сейчас вот вводим в реальность. Это реально работает. Один из самых популярных продуктов в мире отмечает свой праздник. Сегодня Международный день хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. Кстати, к этому же событию приурочен и еще один праздник – Всемирный день продовольствия. История хлеба начинается несколько тысячелетий назад. Согласно научным исследованиям, первые хлебные изделия возникли около 8000 лет тому назад. Внешне они выглядели как лепешки, готовились из крупы и воды и выпекались на раскаленных камнях. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.